Это новости экономики. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Правительство утвердило новую программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса для выплат зарплат сотрудникам в период ограничений по коронавирусной инфекции. Программа ФОТ 3.0 будет действовать 12 месяцев. Предприниматели смогут подать заявки на кредиты с 9 марта по 1 июля. Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей, в их числе гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер одобренного кредита будет зависеть от числа работающих в организации сотрудников. Максимальная сумма – 500 миллионов рублей. Заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период предоставления кредита. Тем временем Минцифры запускает в опытную эксплуатацию портал, где будут собраны и систематизированы все правила, которые должен соблюдать бизнес. Такой реестр запускается в рамках большой реформы контрольно-надзорной деятельности. В реестре будут собраны требования к бизнесу, сроки их действия, виды экономической деятельности компаний, которые обязаны соблюдать эти требования, а также документы, которые необходимы для подтверждения соответствия требованиям, меры ответственности за несоблюдение правил. Сведения в систему будут вносить сами ведомства, которые занимаются госконтролем, а также предоставлением лицензий, разрешений, аккредитации и прочее. Первыми сведения в реестр внесут Роструд, Роспотребнадзор, Росаккредитация, МЧС и Минстрой. Индекс свободных денег в январе этого года вырос в бюджетах россиян на 82% в сравнении с декабрем прошлого. Этот показатель демонстрирует динамику повышения доходов над расходами. В рамках исследования под показателем свободных денег подразумевались средства, остающиеся у домохозяйств после закупки продуктов питания, товаров повседневного спроса и оплаты услуг ЖКХ, а также транспортных и прочих расходов. Эксперты объясняют подобную динамику отчасти сезонными показателями, когда в первый месяц года граждане резко снижают свои траты. Исследователи полагают, что в нынешнем году эффект был усилен за счет ограничения возможностей для трат на новогодние праздники. Кроме того, в прошлом году россияне делали покупки в течение всего года, а не оккупировали магазины в конце декабря. Российские авиакомпании пополнят парк новыми самолетами Сухой Суперджет-100 и получат компенсации на их обслуживание, а также на покрытие лизинговых платежей. Правила предоставления субсидий утвердило правительство. Эти меры помогут поддержать и авиаторов, и производителей самолетов. Субсидии рассчитаны на 59 машин. Будет компенсирована половина затрат на уплату лизинговых или арендных платежей. В расчете на одно воздушное судно в этом году будет выделено 333 миллиона рублей на оплату лизинга или 140 миллионов рублей на оплату аренды. Лизинг самолетов субсидировали им раньше в рамках другого постановления правительства о развитии региональных и местных авиаперевозок. Теперь же из федерального бюджета авиакомпании также получат компенсацию затрат на обслуживание суперджетов в размере 37,5 тысяч рублей на один летный час. Если у товара или услуги не установлен гарантийный срок, то ответственность за их качество в течение года будет нести продавец или изготовитель. А если они не захотят менять товар с дефектом или возвращать деньги за некачественно выполненные услуги, то должны будут сами доказать, что только что чайник или пылесос испортил покупатель. Это изменение предлагает внести в закон о защите прав потребителей Роспотребнадзор. Ведомство предлагает закрепить в законе конкретный срок – 1 год, в течение которого продавец, изготовитель или исполнитель несут ответственность за товары и услуги. Помимо этого, Роспотребнадзор предлагает установить единые требования при взыскании неустойки в сфере потребительских отношений. Сейчас, например, размеры неустойки, существующие в отраслевых законах, отличаются от тех, которые прописаны в законе о защите прав потребителей. К этому часу пока вся информация. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.